Конец скитания по съемным квартирам. Новоселье Залины Гапархоева и ее большая семья отметят уже совсем скоро, чему она несказанно рада. Своего старого жилья она лишилась из-за оползней в селении Вознесенское. Одним долгостроем меньше. Строительные работы возобновили в октябре этого года. Сейчас готовность пятиэтажек оценивают на 70%. Ремонт идет в 5 домах. Одновременно здесь трудятся несколькими группами. Проводятся отделочные, теплотехнические и электромонтажные работы. Процентов 30 работы еще осталось. На данный момент мы восстанавливаем обрывы. Сейчас ведется штрабление стен, прокладывается тот кабель, который был испорчен. Мы его восстанавливаем. Так, устанавливаем все механизмы, то есть это выключатели, розетки. Электромонтажом занимается 12 специалистов. Параллельно с ними работают и маляры. Красят и белят также одновременно. Полностью отдел конца 30%, ну 70% наверное, блок полностью. За 30% высапывалось блок эмульсии, покраска, шпаклевка, блок швейбаков. Дома сейчас елхайся, в общем, 5 домах, в данное время блок еще. Семья Залины и еще десятки семей должны были заехать в новые квартиры во втором микрорайоне Малгобека, предназначенные для оползняков из Вознесенского еще несколько лет назад. Но возведение 8 домов из 26 затянулось, а потом стройку и вовсе заморозили. У нас строительством в 18-19 годах, но в связи с объективными причинами, в том числе и отсутствием финансирования, здесь темпы строительства снизились, и на некоторых участках этого комплекса стройки остановились. Часть домов были введены в эксплуатацию, а часть домов с высокой степенью готовности остались не введенными. Из-за того, что жилой комплекс долго простаивал, многие работы строителям, с их слов, пришлось начинать заново. Сейчас за тем, чтобы все проходило согласно нормам и срокам, следит технический надзор. На сегодня есть вопросы генподрядчику, серьезные вопросы, касающихся организации строительства. Мы ему рекомендовали, подрядчику, разбить поэтапно это строительство, поскольку на данном этапе возобновлены работы на 8 жилых домах, чтобы не распылял свои силы, чтобы поэтапно конкретно были взяты отдельные участки. Получить заветные ключи от собственных квартир жители оползневой зоны смогут предположительно в начале Нового года. Теперь уже ждать осталось недолго. Тамара Хшагульгова, Магомед Таскиев, Новости 24.